Дальше автор, рахимахуллаху тааля, приводит доказательства на другой вид поклонения. Какой? Надежда. Надежда, по-арабски ар-раджа. И приводит слова Аллаха субхану ва тааля. «Куль иннама ана башару мислукум юха иляя аннама илахукум илахун вахид». Скажи, я всего лишь человек, подобный вам. Мне передается в откровении, что Бог ваш есть Бог единственный. Посему тот, кто надеется на встречу со своим Господом, пусть совершает праведные деяния и не поклоняется наряду со своим Господом никому. Это доказательство на какой вид поклонения? Ар-раджа. Надежда. Внимательно. Ар-раджа. Что такое надежда? Что такое ар-раджа, как вид поклонения? Раджа вообще, надежда, это расчет человека получить что-то хорошее, что-то приятное, что-то благое. Что такое надежда? Что такое раджа? Расчет, когда он рассчитывает получить что-то приятное, что-то благое. Если надежда включает в себя смирение, раболепие, самоуничижение внутреннее, то такая надежда – это что уже? Это ибада, это поклонение. И такая надежда может быть посвящена только Аллаху субхану ва тааля. И если человек вот такую надежду, какую надежду? Да, он рассчитывает получить благое, да, получить приятное. А с чем? С внутренним самоуничижением, с полным раболепием, с полным возвеличиванием, с полным смирением. Вот. Если человек такую надежду посвящает не Аллаху субхану ва тааля, связывает не с Аллахом субхану ва тааля, то это будет ширк. Причем какой его вид? Какой вид? Мы скажем просто ширк. Но может быть большой и малый. В зависимости от того, насколько у него эта надежда направилась не к Аллаху субхану ва тааля. Поэтому он может быть малым, но перерастает во что? В большой ширк. Дальше. Надежда на Аллаха субхану ва тааля, и так это поклонение, оно посвящается только Аллаху, но надежда на Аллаха субхану ва тааля бывает похвальная, а бывает порицаемая. Когда человек рассчитывает получить от Аллаха субхану ва тааля какое-то благо. Бывает похвальная надежда, а бывает надежда порицаемая. Похвальная надежда – это такая, которую испытывает человек, который совершает угодное Аллаху субхану ва тааля деяние. И при этом надеется на награду Аллаха субхану ва тааля. Или наоборот, оставил грех, покаялся в грехе, и надеется, что Аллах субхану ва тааля примет его покаяние. Вот это надежда. Надежда, что Аллах примет покаяние, что Аллах субхану ва тааля наградит за благие деяния. Это надежда какая? Похвальная. Потому что она стала результатом какого-то деяния. Либо богоугодного деяния, либо оставления греха. А если человек надеется без действий, не делает богоугодных деяний, не оставляет харама, то эта надежда уже превращается во что? В порицаемую надежду, которая называется «таманнин аля Аллах». Бесплотные мечтания относительно Аллаха. Самообольщение это называется. Это уже не называется похвальной надеждой, которая является поклонением Аллаху. Смотрите на аят. Скажи, я всего лишь человек, подобный вам. Всевышний Аллах приказывает, что в этом аяте своему посланнику? Объявить людям о чем? Что он, Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, человек. Он человек. И потом подтверждает его человеческую природу, где? Ана башару мислюкум. Человек, подобный вам. То есть я такой же человек. Такую же человеческую природу имею. Но отличается от других людей чем? Юха илейя. Тем, что мне открывается откровение, аль-вахи от Аллаха субхану ва тааля, передается откровение. Вот этим отличаюсь. Откровение, и самое главное, о чем это откровение? Его стержень, что Господь ваш, что Бог ваш, Бог единственный, кому можно поклоняться. Итак, Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, абдун ла ю'бад.
وَنَبِيٌّ لَا يُكَذَّبُ. Он раб, которому нельзя поклоняться, и он посланник, которому нельзя не верить. Это правило. Абдун ла ю'бад ва расулун ла юказзаб. Раб, которому нельзя поклоняться, посланник, которому нельзя не верить. Дальше. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Посему тот, кто надеется на встречу со своим Господом, то есть если человек ждет встречу с Аллахом Субхану ва Тааля, стремится и томится по этой встрече с Аллахом Субхану ва Тааля, вот эти слова являются доводом на предстоящую встречу нашу с Аллахом Субхану ва Тааля. Пророк ﷺ сказал: «Ман ахабба лика Аллах, хабба Аллаху ликаху». Хабба Аллаху ликаху. Тот, кто желает встречи с Аллахом, встречи с тем желает Аллах. Верующий, праведный человек, стремящийся к своему Господу, он желает встречи с Аллахом Субхану ва Тааля, стремится к ней. Аллах Субхану ва Тааля желает встречи с ним. Когда умирает такой человек и видит ангелов милости, предвкушает эту награду, которая ждет, это облегчение, это отдохновение, которое ждет его. Хочет встречи с Аллахом Субхану ва Тааля. Аллах Субхану ва Тааля хочет встречи с ним. Неверующий, он не стремится к этому. И в смертный час, когда он уже видит ангелов наказания, ой, как он хочет убежать от этой встречи. Он не хочет встречи. Ему ненавистна эта встреча. И Аллаху ненавистна встреча с ним. Итак, кто желает встречи со своим Господом, что должен сделать? Сказано: «Фальямаль амалян салиха». Пусть совершает праведные деяния. «Валя юшрик би ибадати рабби ахада». И не поклоняется наряду со своим Господом никому. В этих словах, вообще этот аят, я очень советую выучить, это очень важный аят. В этих словах, кто надеется на встречу со своим Господом, должен сделать, что сказано: совершать праведные деяния и не поклоняться наряду с Господом никому. Здесь упоминание и доказательство на два условия, при которых Аллах принимает от человека все виды поклонения и служения Ему. Аллах не принимает никакого поклонения без наличия вот этих двух условий, которые здесь, вот в этом предложении. В этом предложении что сказано? «Фальямаль амалян салиха, ва ля юшрик би ибадати рабби ахада». Пусть совершает праведные деяния и не предает в поклонении ему Господу, сотоварищ ему никого, или не поклоняется наряду с ним никому. Вот в этих словах «не поклоняется наряду с его Господом никому» доказательство на какое условие обязательно, которое должно быть в поклонении. Без него не будет принято поклонение. Условие аль-ихляса, таухида. Ради Аллаха Субхану ва Тааля только. В словах «пусть совершает праведные деяния», доказательство на какое условие поклонения? Деяние должно быть правильным, то есть соответствующим сунне пророка алейхиссалату вассалям. Как Аллах передал через своего пророка, вот так и поклоняйся. Если будешь поклоняться, выдумывая чего-то и искажая, не будет принято. «Фальямаль амалян салиха». Пусть совершает праведные деяния, то есть соответствующие пути пророка алейхиссалату вассалям. «Валя юшрик би ибадати рабби ахада». И не поклоняется наряду с своим Господом никому. Ахадан, мы говорили с вами слово, в каком состоянии неопределенном, без определенного артикля накира. В контексте чего? Запрета. Значит, что дает значение чего? Всеобщности. Никому, за исключением Аллаха Субхану ва Тааля. Будь то пророки, будь то ангелы, будь то джинны, будь то угодники, будь то праведники. Итак, два условия упомянуты для того, чтобы Аллах Субхану ва Тааля принял поклонение. Первое условие какое? Искренность, ихляс. Ихляс. Чтобы знать это условие и как выполнять это условие, что нужно изучать? Таухид. Чтобы знать, как выполнить это условие ихляса, искренности, нужно изучать таухид, акиду. Чтобы знать второе условие, как его выполнять. Как его выполнять? То есть, чтобы деяние было соответствующим сунне пророка алейхиссалату вассалям, нужно изучать что? Фикх. Нужно изучать фикх. Фикх на основе доводов из Корана и сунны пророка алейхиссалату вассалям. Ясно? Условие ихляс требует от нас изучения чего?
таухида акиды. Условия мутабаа, то есть следование пророка алейхиссалату